Ольга Валерьевна, здравствуйте. Текущая эпидситуация в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 202 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. В столице нашей республики зарегистрирован один из высоких показателей с возвращением людей из отпусков. Наиболее сложной ситуацией на настоящий момент по накопительному эффекту случаев за неделю является ситуация в таких улусах, как Татинский улус, где непосредственно за последнюю неделю кумулятивным эффектом выявлено несколько семей, которые, соответственно, сегодня дают и групповые заболевания в Этикиоле и в ряде поселений, соответственно, Татинского улуса. Большое количество заболеваний, к сожалению, продолжает фиксироваться на территории Вилюйского улуса. И несмотря на достаточно четкие оперативные действия как оперативного штаба Вилюйского улуса, так и, соответственно, учреждений здравоохранения, тем не менее, соответственно, возникают ситуации, в основном они связаны с количеством тех семейных мероприятий, которые продолжают осуществляться на территории улуса как такового. Кроме того, сложной остается ситуация в Усть-Алданском улусе, при этом необходимо обратить внимание на то, что основные мероприятия в Усть-Алданском улусе, которые должны были быть ограничены, во многом не соблюдаются. В связи с этим усиливается работа управления Роспотребнадзора для того, чтобы все-таки ограничить проведение мероприятий и такое достаточно активное движение по Усть-Алданскому улусу. Здесь хотелось бы обратить внимание на недоработку оперативного штаба Усть-Алданского улуса. За сутки также проводится 5092 исследования. Это очень высокий уровень исследований. В основном здесь считается как исследование ПЦР, так и исследование ИХ-ИФА. На самом деле сама нагрузка на лаборатории управления Роспотребнадзора, учреждений здравоохранения, она систематизирована, она включает как анализы ИФА, так и анализы ИХ и, соответственно, базовый анализ ПЦР. На настоящий момент изменена уже в течение 3 недель маршрутизация получения анализов с районов республики и, соответственно, верификация анализов происходит в групповом порядке. В связи с чем достаточно часто появляется непосредственная информация оперативных местных штабов о большом количестве зараженных или выявленных на территории того или иного улуса. В связи с этим обращаем внимание на то, что групповых больших заражений на территории республики не фиксируется, тем не менее ситуация является и остается напряженной. В республике продолжается достаточно усиленная вакцинация. И, соответственно, на настоящий момент около 501 355 доз вакцины для профилактики ковид на территории республики есть. И на настоящий момент использовано
71, ну, практически 72% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что наиболее сложной ситуацией является сегодня ситуация в столице нашей республики по городу Якутск. Для города Якутска для конца непосредственно августа, начала сентября были, безусловно, характерные мероприятия, направленные с приездов и выездов в как сам город Якутск, тех, кто возвратился с отпусков, так и, соответственно, непосредственно людей из наших жителей республики, из соседних муниципальных образований. Естественно, мы понимаем, что это тот уклад жизни, который нас, соответственно, подталкивает к необходимости сбора запасов на зимнее время. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что при посещении рынков, торговых центров, жители близлежащих улусов, так же, как и жители города Якутска, должны соблюдать все санитарные эпидемиологические нормы для того, чтобы, соответственно, не создавать такие вот определенного рода группы заражения в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции в маленькие населенные пункты. На настоящий момент хотелось бы обратить внимание на северные муниципальные образования, в которых как высокий уровень вакцинации, так и, соответственно, до сих пор сохраняется очень четкое ограничение по въезду, что и позволяет им соблюдать и, соответственно, сохранять вот этот свой баланс санитарно-эпидемиологического благополучия. Спасибо.